Смотрите в программе. Природный пожар в Хангаласском районе действует в 8 километрах от населенного пункта. Порядка 50 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки. Минприроды страны поддержит наш регион в проведении авиаучета диких оленей. Также в России создадут стратегию сохранения северных животных. Продолжаем эфир новостями к этому часу. Лесной пожар действует недалеко от турбазы Курулур в Хангаласском районе. По информации Минэкологии региона, пожар действует в 8,5 километрах от села Титыбя. Ведется тушение. На месте работают 43 сотрудника лесопожарных формирований и 3 единицы техники. Всего в регионе на сегодня действует 146 очагов. 14 тушат в зоне обслуживания, 132 остаются в зоне контроля. Из 14 уже локализовано 6. Неизвестные избили мужчину на крыльце подъезда одного из жилых домов в столице республики, после чего увезли в неизвестном направлении. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры распространились в соцсетях. На видео один из злоумышленников бьет потерпевшего по голове ногой, отчего тот теряет сознание. Второй член компании перебрасывает избитого мужчину внутрь подъезда. На следующих кадрах видно, как потерпевшего под руки выносят из дома и, посадив в микроавтобус, увозят в неизвестном направлении. Как сообщили в Следственном комитете, мужчина жив. В данное время проводится проверка. Паром «Капитан Леонтьев» накануне в течение нескольких часов не мог причалить к берегу Якутска. На борту находились десятки машин и большое количество людей. Как сообщили в Лорпе, данный участок причала не соответствует гидротехническим требованиям, в связи с чем компания проводит тролление местности. В Лорпе добавили, что ранее данное судно осуществляло погрузку и выгрузку на других причалах. Также отмечается, что общество с ограниченной ответственностью «Импульс», которому и принадлежит паром «Капитан Леонтьев», арендовало этот участок у Арктической транспортной компании и должно было поддерживать переправу в полной исправности. Из-за неисполнения обязательств договор был расторгнут. Тем временем Ространснадзор требует привести причал в надлежащее состояние, либо же его закрыть. Якутия вошла в число регионов, которые получат финансирование на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Росавтодор рассмотрел заявки в рамках нацпроекта. Они предусматривают автоматизацию процессов управления дорожным движением и включают города, где население свыше 300 тысяч человек. Интеллектуальная транспортная система – это оборудование, которым оснащаются городские дороги и регионалки. Светофоры, камеры наблюдения, информационное табло, умные остановки, метеостанции. Также туда входит программное обеспечение, которое это оборудование объединяет в единую систему и позволяет ею управлять. Всего поступило 56 заявок от 50 регионов, из которых отобраны 22 проекта, в том числе из Якутии. 1,5 десятка человек в этом году стали жертвами телефонных мошенников в Хангаласском районе. Какие схемы обмана сработали на жителях, узнавала Виолетта Засимова. Скачайте и установите данное приложение, и мы обещаем исправить ситуацию. Или вы выиграли приз. Чтобы забрать его, нужно перевести деньги на указанные реквизиты. Как только вы услышите подобное по телефону от неизвестного собеседника, сразу же кладите трубку. Это телефонные мошенники, посягающие на ваши денежные средства. Сейчас почему-то представляются сотрудниками Центробанка, хотя фактически они никогда такие звонки не совершают на самом деле. И никогда сотрудники банков не спрашивают номера карт. Общая сумма денежных потерь хангаласцев после общения с телефонными мошенниками за полгода составила почти 700 тысяч рублей. Самая крупная единичная потеря – 150 тысяч рублей. Жертвами чаще всего становятся женщины. Из 14 зарегистрированных случаев 10 приходится на слабый пол. Среди телефонных мошенников встречаются и жители республики, но их, как правило, быстро вычисляют. В основном якутян обманывают жители других регионов. Раскрытие на самом деле у нас тут специфика, то, что совершение этих преступлений дистанционное, оно имеет свои трудности. И использование как раз вот этих вот информационных технологий и гаджетов. Все это связано с персональными данными, и получение разрешения через целый ряд мероприятий нужно сделать. То есть это долго происходит, соответственно, время упускаем на самом деле. Но устанавливаем. И есть такие факты. С начала года у нас 4 дела уже решены, направлены в суд.
последнее время телефонные мошенники придумывают все более изощренные схемы обмана. Могут представляться сотрудниками пенсионного фонда или компании МТС, писать СМС или звонить с номера 900, знать полностью ваши инициалы и так далее. Убедительная просьба: ни под каким предлогом не сообщайте незнакомцам на том конце провода ваши персональные данные и данные ваших банковских карт. Не совершайте переводы денежных средств, не удостоверившись в информации. Не скачивайте подозрительные приложения и не переходите по сомнительным ссылкам. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. В Якутии за сутки выявлено 53 случая коронавируса. 74 человека выздоровели. 39 новых случаев в Якутске, 5 в Нерюнгринском, 4 в Алданском, 2 в Хангаласском и остальные районы – единичные случаи. Таким образом, за весь период в Якутии официально зарегистрировано 4128 заболевших коронавирусом. 3187 человек полностью выздоровели, 31 летальный исход. Все торговые центры, в том числе продовольственные магазины Усть-Алданского района, сегодня не работают. Поводом стало проведение санитарной обработки помещений. На территории района это уже вторая генеральная уборка всех торговых точек. Сейчас их в районе насчитывается 93. В целях недопущения распространения коронавируса наш магазин «Три пятерки» каждые 2 часа делает дезинфекцию помещения. Нашим покупателям предлагаем одноразовые перчатки, маски и дезинфицирующий антисептик. Включаем кварцевый облучатель и постоянно включен рециркуляционная бактерицидная лампа. 4-й день голосования по поправкам в Конституцию проходит сегодня в России. Избирательные участки открыты во всех регионах страны до 1 июля включительно. На нем граждан спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет». Напомню, что основной день голосования, 1 июля, объявлен нерабочим. Такой конституции, настолько социальной конституции в России еще не было. И вот эти поправки, они вот как раз-таки делают ее наиболее социальной, так как в большинстве демократических развитых стран. И я пришел сегодня со своей семьей отдать голос именно вот за это. Призываю всех сделать то же самое. Я проголосовал за будущее своих детей и внуков. Я проголосовал за их безопасную жизнь, за их максимально комфортную жизнь, защищенную новой Конституцией. Потому что Конституция, наша российская Конституция, это наша опора, наш фундамент и нашей страны, и всех народов, которые населяют нашу великую Россию. Популяция бродячих животных растет год от года. Удачный – не исключение. Его жители неоднократно обращались к чиновникам с этой проблемой. Но в ответ заверение, что вопрос находится на особом контроле администрации. После череды совещаний сообщили, вопрос решен. В Удачном построят приют. Наша коллега Ирина Балкова с подробностями. Большие и маленькие, породистые и просто дворняжки. Измученные, раненые, голодные они бродят по улицам Удачного. Кто-то в одиночку ищет себе корм для выживания, ну а уже совсем одичалые объединяются в стаю, создавая опасность для человека. Причем популяция бродячих животных в городе растет год от года. Собираются в стаи, собаки голодные, дети к собакам подходят, потому что дети собак любят. Ну вот из этого вот получаются такие вот неприятности. Необходимо было срочно решать проблему. Горожане пытались объединиться в группу любителей животных, но попытки провалились. Все упиралось в финансирование. И тут без помощи администрации не обошлось. Власти Удачного уже давно работают над этой проблемой. В 2020 году вышел федеральный закон, в котором говорится, что отлов бродячих животных возможен только с размещением их в приютах, а его в городе нет. Но, как говорится, мир не без добрых людей. Тимиркан Абдылдаев взялся за дело и решил организовать временное пристанище для животных. Для этих целей администрация выделила земельный участок и помогла с проведением электричества. Сын скоро с армии вернется. Я хочу ей к нему все передать, потому что он приедет здесь. Ну, чтобы он тоже полноценный человеком стал. Как с детства мы их приучили, он тоже вот это, к животным очень хорошо относится. Думаю, он тоже согласен, поэтому я взялся за это дело.
Приют рассчитан на 20-30 животных, собак и кошек. Здесь они будут не только содержаться, но их будут также прививать и чипировать. Любой желающий сможет прийти и выбрать себе друга из постояльцев этого приюта. Мы произвели расчет затрат содержания одной головы в сутки. И данная сумма будет подаваться в район на субсидирование. Туда входит, мы соблюли все нормы законодательства с соблюдением. То есть это содержание, корм, питание, мойка, выгул, далее будет вакцинация, стерилизация, и собаки будут выпускаться в естественную среду обитания. Пока продолжается оформление документов. Организаторы надеются, при тесном сотрудничестве ветеринарной службы города им удастся уменьшить количество бездомных животных и остановить рост популяции. И все же проблему бродячих животных нужно зреть на корню, начиная от бывших хозяев, которые оставляют своих любимцев на улице. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Минприроды России поддержит Якутию в проведении авиаучета диких северных оленей. Как отмечают в ведомстве, наибольшее беспокойство вызывает состояние популяции этих животных, обитающих на территории Красноярского края и Якутии. Среди первоочередных мер назвали необходимость снижения объемов добычи дикого северного оленя в рамках установленных квот. Кроме того, одной из основных проблем была названа высокая численность хищников, прежде всего волка. Для решения этого вопроса в регионах установлены премии на их отстрел. В ближайшее время будет доработана и принята стратегия сохранения дикого северного оленя. И, наверное, пока все. До встречи в следующем часе.